Вы смотрите новости Татарстана о самых значимых событиях субботы. В ближайшие полчаса в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Новая поддержка семей и деньги регионам. Быть самой крупной политической силой такой большой страны означает огромный груз ответственности. О ключевых моментах выступления Владимира Путина на съезде «Единой России» расскажет Рамиль Галиуллян. Небывалый рост заболеваемости ковид в стране, нет снижения и у нас. Ситуация стабильная, но есть некий рост. И это нас очень настораживает. Какие серьезные меры могут предпринять при ухудшении эпидобстановки, расскажет Вероника Гайнутдинова. Краски Сабантуя расплескались в набережных Челнах. Почему жители Автограда так скучали по празднику плуга? Об этом Алия Хайрудинова. Не просто соревнования, а преодоление себя и гонка на пределе человеческих возможностей. Ребята очень заряженные, вода обычно здесь классная. Как в Казани проходил один из самых престижных турниров по триатлону, увидела Юлия Гоголева. Рустам Минниханов, член Бюро Высшего Совета «Единой России», возглавил региональный список партий от Татарстана на думских выборах. Такое решение было принято сегодня на Всероссийском съезде партии в Москве. На форум приехал президент страны Владимир Путин. Он подвел итоги работы партии за 20 лет и обозначил новые задачи. Он особо отметил, депутаты должны обсуждать с жителями самые острые вопросы и чувствовать, что волнует людей. О ключевых моментах форума Рамиль Галиуллян. Владимир Владимирович Путин. Это итоговый съезд «Единой России» перед осенними выборами. Владимир Путин лично приехал, чтобы обозначить, по какому курсу двигаться партии. Он отметил, за 20 лет «Единая Россия» успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников и на протяжении многих лет остается крупнейшей политической силой в стране. Означает, что вы, уважаемые коллеги, те, кто работает на местах, несете эту ответственность перед людьми. Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят. Тем не менее, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней. Показала способность к обновлению и постоянному развитию. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь значит остановиться, а остановиться значит проиграть. Президент отметил, «Единая Россия» прежде всего партия социальной направленности. Поэтому нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. В приоритете поддержка семей с детьми, повышение доходов и снижение уровня бедности. Особое внимание – вакцинация от ковид и созданию системы реабилитации от вируса, рассчитанной до 2026 года. В планах на ближайшую пятилетку – запуск программы капитального ремонта школ, выделение доп. Средств регионам на ремонт дорог. Среди задач уже на ближайшее будущее – рекордные объемы ввода жилья. Для современного качества жизни, для уверенности людей в будущем важно все. И эффективная социальная поддержка, и комфортная среда в городах и поселках, доступные места в детских садах и яслях, и, конечно, новые рабочие места. По словам президента, избирательная кампания – это проверка на прочность всей политической системы. Главная задача – чтобы выборы прошли честно и отражали волю народа. Владимир Путин сегодня также назвал кандидатов в пятерку лидеров избирательного списка «Единой России» на осенних выборах. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач коммунарки Денис Проценко, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, в предвыборную программу «Единой России» должны попасть все инициативы, озвученные президентом в ходе послания Федеральному собранию. Мы должны создавать основу для развития страны. Именно такая программа была предложена в 2016 году, что и повлияло на результат партии на выборах в том году. Поэтому именно программа окажет огромное, может быть, даже в чем-то решающее влияние на политические предпочтения 19 сентября.
Республика Татарстан. Миниханов Рустам Нургалиевич. Сегодня на съезде утвердили списки кандидатов от регионов для участия на выборах. Татарстан представляют 15 кандидатов по списку и 6 по одномандатным округам. Они определены по итогам праймериз. По решению съезда президент Рустам Миниханов возглавил партийный список «Единой России» в Татарстане. Ранее Фарид Мухаммедшин отметил, если Рустам Миниханов возглавит партсписок, это станет очень серьезным подкреплением. С его авторитетом, с его отношением к делам. Юрий Камалтынов оценил выдвижение Рустама Миниханова как знак доверия и высокой оценки работы. Рустам Миниханов – лидер республики, один из самых эффективных и ярких руководителей федерального уровня. Татарстанцы доверяют «Единой России» решение своих актуальных проблем и реализацию наказов. На грядущие выборы мы идем сильной, сплоченной командой, которая объединяет руководителей от муниципального до республиканского уровня. Уверен, выдвижение Рустама Нургалиевича во главе партийного списка в команде единомышленников поддержит татарстанцы. Крайне удачным с электоральной точки зрения назвали политологи решение президента Рустама Миниханова возглавить региональный партсписок. Решение Рустама Миниханова возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму вызывает у экспертного сообщества согласие и поддержку. Миниханов – политик федерального уровня, известный и уважаемый по всей стране. То, что Рустам Миниханов возглавил список «Единой России», очевидно, сыграет на пользу партии в Татарстане, исходя из того реального рейтинга доверия, который есть у президента. Для партии это приобретение, а также серьезный вызов другим участникам политической гонки. Что противопоставят конкурирующие партии выдвижению Миниханова? Кандидаты утверждены, задачи руководством поставлены. Таким образом, партия начинает избирательную кампанию. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Москва. К другим новостям. На этой неделе в стране наблюдался резкий рост заболеваемости ковид. Сначала в Москве, затем в Санкт-Петербург. К концу недели 26 субъектов были вынуждены ввести ограничения. Страна дала и новый антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом. В пятницу более 17 тысяч новых случаев. На этом фоне в Татарстане не исключили возможность мини-локдауна, если станет больше тех, кто завозит вирус из-за пределов республики, и если темпы вакцинации не возрастут. Сегодня самые свежие данные озвучили в Доме правительства. Что особо настораживает президента? Репортаж Вероники Гайнудиновой. Ситуация стабильная, но есть некий рост. И это нас очень настораживает. Настороженность вызывает то, что уже третий месяц число заболевших не снижается. И это не плато, после которого обычно идет спад. Те меры, которые приняты нами, они при соблюдении, мне кажется, должны быть достаточными. Но у нас тоже проверки показывают, вот и МВД активно сейчас, и Роспотребнадзор немножко успокоились. Никуда ковид не делся. Не исключают возможность того, что Татарстан может пойти по пути других регионов, где вновь вернулись к ограничениям. На сегодня в условиях стабильной ситуации пока нет оснований для принятия более жестких мер. И мы продолжаем массовую вакцинацию против ковид на добровольной основе. Однако при ухудшении эпидобстановки и сохранении низких темпов вакцинации я не исключаю, Рустам Нургалиевич, принятие решения об обязательности вакцинации, особенно для отдельных профессиональных групп, как это уже сделали другие регионы. Глава ведомства особо отметила, сейчас есть только два пути выхода из пандемии. Вакцинация не менее 60% населения и строгое соблюдение мер профилактики. А значит, 60% своего трудового коллектива вы обязаны вакцинировать в короткие сроки при этом. И второй путь – это строгое соблюдение мер профилактики лицами, у кого, во-первых, все, кто вакцинированы, но и те, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. И их мы должны защитить только путем вакцинации самих. На сегодня в республике привились 447 тысяч татарстанцев. Это всего 15% взрослого населения. Несмотря на доступность вакцины, наблюдается высокий показатель заболеваемости среди временно неработающих граждан, пенсионеров, рабочих, студентов, отмечает Марина Потяшина. Охват вакцинации этих категорий незначительный, а вот коллективный иммунитет у врачей и педагогов уже сформировался. Вероника Гайнудинова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 32 новых случая ковид. Все они контактные, 19 человек госпитализированы, остальные лечатся дома, сообщает республиканский штаб. Больше всего заболевших в Набережных Челнах. В России за сутки заразились 17 906 человек.
Рустам Минниханов сегодня в Москве выступил перед студентами Сберуниверситета. Там завершилась программа «Цифровая трансформация», обучение по которой прошли руководители министерств и ведомств Татарстана. Во время учебы они проектировали новые сервисы для региональной платформы «Мои субсидии», каталога мер поддержки граждан и бизнеса республики. Сегодня на этой платформе жители могут получить 11 видов субсидий, которые предоставляют региональные Минсельхоз, Минэкономики, Агентство инвестиционного развития. Еще 54 вида субсидий от различных ведомств планируется ввести на платформу до конца следующего года. Сейчас ваша задача уже отработать с нашим муниципалитетом. Ну и дальше двигаться вперед. Бигзур Ахмад Кирович, вам огромные слова и вашей команде. Сегодня в МВД обратились к родителям. Правоохранители просят их научить своих детей правилам дорожного движения. В частности, как пересекать проезжую часть на самокате или велосипеде. Так, в Пестричинском районе за день 2 детей попали под колеса автомобилей. Девочки катались на самокатах в селе Шигалеево. Ребенок на самокате резко выехал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Во втором случае девочке на зебре не уступила дорогу автоледи. Ребенок получил ушибы грудной клетки и голени. А в Камских Полянах под «Газель» попал 11-летний школьник. Напомним, на этой неделе Татарстан вошел в топ-5 регионов страны по числу ДТП с электросамокатами. В Тукаевском районе утонул 15-летний подросток. Его тело нашли водолазы. На берегу лежала одежда, телефон, а также велосипед. Место не было оборудовано для купания. Подросток не умел плавать. Сообщается, что от берега реки через метр сразу наступает резкий обрыв. Предположительно, это и могло стать одной из причин трагедии. В Казани флаг ВМФ подняли над атомной подводной лодкой К-403. Судно носит имя столицы Татарстана. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают моряки-подводники. В парке Победы у исторической рубки лодки собрались десятки офицеров, мичманов и капитанов, тех, кто нес службу на этом судне в разные годы. Подводники из Казани, Севастополя, Северодвинска, Сочи, Казахстана и Украины исполнили песни и совершили торжественный удар в корабельный колокол. Атомная подводная лодка К-403 была построена в 1969 году. Судно вошло в состав Северного флота ВМФ СССР, совершило 11 испытательных выходов в море, 7 автономных боевых служб. В 2010 году 22-метровую рубку весом около 90 тонн доставили в Казань. Мемориал установили в парке Победы на аллее моряков. Атомная подводная лодка К-403. Аксон, Казань! Здорово, что все мы здесь, Казани собрались. Для нас это святое поднятие военно-морского флага. Вот мы его подняли, видите, вот он, гордо реет наш флаг Советского Союза. Он прожил 3 жизни, у нас ни одной смерти не было, мы ни одного мертвого моряка не привезли. Поэтому частица удачи у вас, Казани. Широкий и щедрый, как сама душа татарского народа. В Набережных Челнах сегодня гуляет Сабантуй. Майдан развернулся в парке Прибрежный. Поздравить жителя от имени президента в город приехал премьер Алексей Песошин. В Автограде проживает 80 народов. Майдан Сабантуя сегодня объединил всех в народных забавах и закружил в национальных танцах. Самые яркие моменты праздника у Алии Хайрудиновой. Необъятный Майдан Челнинского Сабантуя. По округе разливается знаменитый Итугантель. Песню подхватывают представители всех народов. В прошлом году из-за пандемии народные гуляния пришлось отменить. В этом году яркий и гостеприимный Майдан собрал представителей всех народов Автограда. Их больше 80. Праздник плуга – живая связующая нить между прошлым, настоящим и будущим, говорит в своем приветствии Алексей Песошин. Он зачитывает поздравления президента. Широкий и щедрый, как сама душа татарского народа, Майдан Сабантуя не знает социальных, возрастных, и национальных и религиозных границ. Особое значение празднования Сабантуя приобретает в год родных языков и народного единства, призванного в еще большей мере укрепить братские отношения между представителями разных национальностей и вероисповеданий. В этот день мы особенно ощущаем, что мы большая, дружная,
Многонациональная семья. Нас объединяет сила народных традиций, идентичность и патриотизм. В центре любого сабантуя это передовики сельского хозяйства, которые являются главными героями праздника Плуга, нашими добрыми соседями и дорогими гостями. Благодаря труженикам села в Автограде за сезон провели 50 сельхозярмарок. Из Агрызского, Мензелинского, Сармановского, Заинского и других районов в Челны поставляется свежая продукция. Для героев поля и гостей Автограда большая культурная программа. Подворье премьер-министр обходит в Тюбетейке. Золотой гвоздь надо забить, пожалуйста! Раз, два, три! О, молодец! Покоряется челнинцам и высокий столб. Александр Муравьев эту вершину берет уже 20 лет. Тяжело очень. Считай, в том году не участвовали из-за коронавируса, нигде не было соревнований. Вот пропустили, тренировок больно не было. Вот первый раз только сейчас. Так, концертная программа со сцены переходит в народные гуляния. Игры и состязания, скачки, борьба, крэш. Я с детства уже как бы на сабантуях участвую, пою, там выступаю, и мне это очень нравится. Долгожданный, наверное, праздник людям. Люди соскучились, очень нравится. Атмосфера нереальная. В прошлом году, к сожалению, сабантуй не было, зато в этом все ждали не с терпением и празднуем очень хорошо. Вот так с любовью к родной земле празднуют жители Челнов Сабантуй. На следующей неделе вновь окунуться в атмосферу праздника татарстанцы смогут в Казани на республиканском празднике Плуга. Алия Хайрудинова, Ферния Сулейманова, Роман Гейтман, ТНВ. Набережные Челны. И мы продолжаем нашу рубрику «Айда Татарстан». И сегодня остановка татарское село Кугарчино Рыбнослободского района. На протяжении многих веков здесь проводят сабантуй, однако главные борцы – женщины. Как батырши села успевают покорить и ковер, и мужчин, расскажет Наталья Медина. Гляньте-ка, летит. Легенда гласит, когда в эти места пришли первые переселенцы, в небе они увидели голубей. Это было больше 6 веков назад. Тогда и решили назвать деревню Кугарчино, что в переводе с татарского означает «голубь». Агамкул и Хаджамкул прибыли на эту землю вместе с товарищами и основали село. В 1968 году на местное старое кладбище пришли археологи, чтобы исследовать могилу. Оказалось, что здесь действительно похоронен мусульманин, а значит, именно он был первым жителем села Кугарчино. Древнюю историю села подтверждают и в мечети. Так, в 1905 году Хаджи Мулла Ахмед Сафа Бакиров построил соборную мечеть. Но в советское время минарет снесли. Сельсовет, библиотека, клуб и даже филиал Казанской швейной фабрики. Чего только не было здесь. 2 года назад мечеть восстановили мастера из Вологодской области. Из прошлого прямиком в настоящее – Майдан. Этих девушек на ковре вряд ли назовешь голубками села. Они настоящие борцы. Последние 35 лет традиционно побороться за главный приз Сабантуя выходят женщины. Посмотреть на такое зрелище приезжают со всей России. Я нигде не видела, чтобы они сражались, только у нас. Радуюсь душой и телом. Они борются как умеют. Мы много лет смотрим, ждем Сабантуя. Знаменитый борец села Фания Залялова. Уже 20 лет она носит звание первого батыра Сабантуя среди женщин. Впервые покорить ковер она решилась в 30 лет. Люблю, очень люблю борьбу, но иногда даже не хочется драться, хочется просто выхватить хотя бы полотенце. Одно яйцо, немножко дрожжи и чуть-чуть соли. В это время другой борец, тезка Фании, не на ковре, а на кухне. На праздничный стол готовят габудию. Рецепт – семейный секрет, который передают женщины из поколения в поколение. Главный ингредиент национального блюда – конечно же, рис, любимое лакомство голубей, как дань уважения небесному символу села. Моя семья давно уже любит эту габудию, потому что сначала ее готовила мама, потом научилась старшая сестра, потом сноха очень хорошо готовит у нас габудию. Подумала, дай-ка, говорю, я тоже буду готовить габудию. Сначала не очень хорошо получилось,
А сейчас, Аллаху шукр, на заказ готовлю. Прядь за прядью свою историю вяжут жители Кугурчино. Тонкими паутинками шалей издревно славилась рыбная слобода. Мастерицы и мастера ремеслом зарабатывали себе на жизнь. Деньги не было, родители деньги не получали, работали на трудодней. Я вязала платки 6 лет. Сейчас я ее вяжу, могу телевизор смотреть, могу книжку читать. Вяжу как автоматически. Столько мы в жизни вязали, можно было, не знаю, коммунальный мост строить. Зарабатывали сельчане не только ремеслом. В советское время в селе образовался колхоз имени Фрунзе. Жители держали скот, изготавливали конские дуги. Когда-то деревня Кугурчино начиналась с 4 семей. Сегодня здесь 7 фермерских хозяйств, мясокомбинаты, а население превышает 1000 человек. На мясокомбинате сегодня работают 180 человек. Из села 60-70. Плотников много, шали вязали, народ у нас очень старательный. Свой сильный дух, традиции и историю сельчане передают как голубиную песню через века, чтобы любовь их народа услышало будущее поколение. Наталья Мизина, Рания Абдрахманова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Рыбно-Слободский район. Эмоции, которых не передать, и гонка на пределе возможностей. В Казани сегодня прошел престижный международный турнир по триатлону. Участвовали более 3000 человек со всей страны. Дистанций было 2. Полужелезная, 113 километров, и олимпийская, почти в 2 раза короче. Сильнейшие спортсмены стартовали в 7 часов утра, финишировали только ближе к полудню. Как это было на празднике спорта и выносливости, побывала Юлия Гоголева. Этого старта любители триатлона ждут с особым нетерпением. Казанский Iron Star считается самым зрелищным и красивым. Забеги вдоль набережной, заплыв с видом на Кремль, велогонка по историческим улицам. В Казани самый такой запоминающийся и красивый старт из всех по триатлону. Ребята очень заряженные, очень хорошо все организовано. На трассе много волонтеров. Казанский триатлон проводят уже в 5-й раз. Сегодня на старт вышли более 3000 человек со всей страны. В основном спортсмены-любители, но есть и профессионалы. Ради преодоления себя! Интересно поучаствовать в таком мероприятии, зрелищно, массово. Сабина Сафина год назад вошла в сборную республики по триатлону. Сегодня ее первый большой старт. Эмоции, говорит, переполняют. На самом деле у меня все перемешанное, но больше, наверное, радость. Мне с нетерпением хочется уже прыгнуть в воду и поплыть. Настоящий триатлон – это всегда преодоление себя, соревнования на пределе человеческих возможностей. Эти ребята уже проплыли по открытой воде почти 2 километра, а впереди еще велосипедная гонка 40 километров и бег 22 километра. Героев триатлона поддерживают болельщики. На праздник спорта традиционно приезжают целыми семьями. Температура воды очень комфортная, 21 градус. Для плавания это практически идеально. Большая часть спортсменов плывут в гидрокостюмах. Надеюсь, что и на дистанции все наши сервисы, лед, охлаждение, душ на беговой дистанции помогут не перегреться нашим участникам. Чтобы провести соревнования, сегодня частично перекрыли движение по Ленинской дамбе, Севгата Хакима, Батурина. Но эти неудобства не идут в сравнении с эмоциями от этого праздника здоровья. Триатлон называют спортом, который равнодушным не оставляет никого. Победа за Валентиной Кукрус! Это было невероятно! Поздравляю вас с этой просто вымученной, заслуженной победой! Честно говоря, я сама не знаю, как справиться с эмоциями. У мужчин победителем на полужелезной дистанции 113 километров стал участник из Беларуси Александр Василевич. На 2-м месте казанец Роман Евграфов, на 3-м житель Ижевска Максим Кузьмин. Юлия Гоголева, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Вот так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей на наших ресурсах в интернете. Всего вам доброго. До встречи.
Здравствуйте! Яркое солнце, раскаленный воздух, отсутствие осадков. Таков прогноз на воскресенье. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небо безоблачное, очень жаркая погода, 29 градусов. Перешагнет отметку в 30 градусов и температура в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Дожди не прогнозируются. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше также жаркий и солнечный антициклон, без дождей. В воскресенье будет очень жарко и на северо-западе Татарстана. Тут также синоптики осадков не обещают. Постарайтесь долго не пребывать на открытом солнце. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске дождей по-прежнему ждать не приходится. Также жарко. Солнечный без осадков в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше температура за плюс 30. Такая жаркая погода продержится в ближайшие несколько дней, что может сказаться на вашем самочувствии. Будьте к себе внимательны. Купить квартиру в Иннополисе? Сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось всего 15 квартир. Звоните 500 56 59, сайт jkunicum.ru. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. 20 июня в Казани будет ясно, осадки не ожидаются. Дневная температура плюс 32. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 48%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник здоровья и долголетия. 20 и 21 июня в аптеках Farmland на Санчи скидка 20%. Это вся информация к данной минуте. Всего доброго и до свидания.